Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Состоялось заседание Кабинета министров. – 30 октября свой профессиональный праздник отмечают деятели науки Абхазии. Состоялась презентация проекта реставрации и реконструкции скита святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа. – 30 октября в Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий. Церемония возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий состоялась в сквере имени Сарии Лакоба. Цветы возложили президент Аслан Бжания, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности. Террор стоил жизни миллионам невинных жертв по всему Советскому Союзу. Абхазскому народу эта зачистка обошлась очень дорого. Более 7 тысяч человек были репрессированы в 30-40-е годы 20 века. В этот день вспоминают миллионы невинных жертв сталинского режима. Пик сталинских репрессий, которые затронули тысячи семей в Абхазии, выпал на 1937 год. Политическим преследованиям подверглись практически все слои населения. Крестьяне, рабочие, писатели, поэты, ученые, педагоги, врачи, политические и общественные деятели. По неполным данным, с июля 1937 года по ноябрь 1938 года в Абхазии репрессировали 2186 человек. Из них 748 были расстреляны, 377 бесследно исчезли в тюрьмах. Указом президента Аслана Бжания подполковник Джони Атумава освобожден от занимаемой воинской должности начальника Центра специального назначения Службы государственной безопасности Абхазии в связи с назначением на новую воинскую должность. Другим указом главы государства подполковник Джони Атумава назначен первым заместителем начальника государственной службы охраны. Еще одним указом президента на должность начальника Центра специального назначения СГБ назначен Дадын Чачхалия. Также ему присвоено воинское звание полковник. Правительства Абхазии и России подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Подпись под документом поставили вице-премьер-министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников. Соглашение не только регулирует вопросы реализации инвестиционных проектов, но и определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц, занимающихся инвестиционной деятельностью в Абхазии. Соглашение позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в экономику республики и тем самым будет способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха, пояснил Максим Решетников. Документ важен еще и тем, что его действие направлено на развитие обеспечивающей инфраструктуры объектов газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, транспорта, социальной и цифровой инфраструктуры. Вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Озган, комментируя документ, отметила, что межправительственное соглашение будет способствовать качественным изменениям, поскольку речь идет об очень крупных инвестициях. Такие инвестиционные проекты будут принципиально менять общую картину занятости в республике. Процедура вступления в силу данного документа предусматривает обязательную ратификацию в парламенте Абхазии. 12 миллиардов рублей составят собственные доходы Абхазии в государственном бюджете республики на следующий год. Таких показателей удалось достигнуть благодаря улучшению качества администрирования налогов, росту товарооборота, производства продукции, товаров, работ, услуг. Кабмин принял проект бюджета 2025 года и одобрил проекты бюджетов 6 внебюджетных фондов. Со всеми подробностями Рада Чичава. Общий бюджет доходов государственного прогнозируемого бюджета на 2025 год планируется в размере до 17 миллиардов рублей, заявил на заседании Кабмина вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Согласно проекту закона предлагается утвердить общий объем госбюджета по доходам 17 миллиардов 359 миллионов рублей, по расходам 17 миллиардов 468 миллионов рублей. Размер дефицита при этом составит 109,5 миллионов рублей. В 2025 году проектировки доходной части республиканского бюджета прогнозируются на уровне 13,1 миллиарда рублей.
или на 1 миллиард рублей больше утвержденных показателей 2024 года. Рост 8,3%. Хотелось бы особо отметить, что темпы роста самых наших главных администраторов, это Министерство по налогам и сборам и Государственного таможенного комитета, соответственно, возросли 1,1 миллиарда рублей МНС, 885 миллионов рублей государственный таможенный. Как известно, основным доходным налоговым источником республиканского бюджета является поступление от налога на добавленную стоимость. Здесь темпы роста тоже достаточно значительные, на наш взгляд. Консолидированные доходы республиканского бюджета, как налоговые, так и неналоговые, прогнозируются в объеме, собственные доходы, я имею в виду, прогнозируются в объеме 8 миллиардов рублей. Тоже новый показатель. Очень рассчитываем на то, что все предпосылки, о которых мы заявляем и которые существуют, дадут нам возможность это задание выполнить. Финансирование дефицита предполагается кредитами от Национального банка и иными источниками. При этом верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2026 года устанавливается в размере 650 миллионов рублей, а верхний предел внешнего долга по кредитам – 926 миллионов рублей. Программу республиканского внутреннего заимствования на 2025 год, согласно проекту закона, предлагается утвердить в сумме 650 миллионов рублей, а на погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Россией, направить 90 миллионов 783 тысячи рублей. Российская финансовая помощь на 2025 год остается в пределах уровня 2024 года и, соответственно, составляет 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Сразу хочу обратить внимание, что в настоящее время начата подготовка по реализации следующего этапа показателей целевых мероприятий и других аспектов на новые бюджетные периоды 26-30. Ведется работа в этом направлении, в том числе по всем действующим межгосударственным, межправительственным соглашениям. Но 2025 год объем сохраняется 5,2, в том числе расходы и на заработную плату отдельных работников бюджетной сферы, социальной сферы, так и работников правоохранительных органов и других соответствующих служб. Представляя проект закона республики на 2025 год, Владимир Делба отметил, что собственные доходы по сравнению с показателями 4-летней давности значительно выросли. Совсем недавно, буквально 4 года тому назад, показатель собственных доходов составлял 4 миллиарда 800. И вот 2025 год мы выходим с прогнозами в 12,1 миллиарда. При этом особо хочу подчеркнуть, что ни налоговое законодательство, ни иное какое-то законодательство особо не претерпело изменений, которое позволило бы дать нагрузку на предпринимателей, на экономическую среду в нашей стране. Этому способствовал, мы часто об этом говорим, рост и администрирования, и товарооборота, и производства продукции, товаров, работ, услуг. Вот эти все показатели в совокупности нам дают возможность прогнозировать новые доходы со значительным, на мой взгляд, ростом. Общегосударственные расходы на 2025 год планируется установить в размере 2,7 миллиардов рублей. Увеличивается и расходная часть бюджета на национальную оборону. С учетом ежегодного добавления 100 миллионов рублей, запланированных парламентом республики, добавляется еще 95 миллионов. Сумма составит 2,5 миллиарда рублей. Расходная часть национальной экономики планируется в размере 2,6 миллиардов рублей. Мероприятия инвестпрограммы предполагаются в сумме 1,1 миллиарда рублей. Часто задаем вопрос, общегосударственные расходы иногда подразумевают, что это расходы на государственную службу. Это далеко не так, это расходы складываются из 30 распорядителей, в том числе расходы и на органы государственного управления, в том числе и расходы, связанные с различными масштабными государственными мероприятиями, которые финансируются за счет средств республиканского бюджета. На национальную оборону у нас рост составил по сравнению с текущим годом 95,3 миллиона рублей.
Здесь рост обусловлен изменением организационно-штатной структуры, утвержденной главой государства. Полагаем, что с этим объемом мы тоже справимся. На национальную оборону в объеме 2,5 миллиарда рублей, на национальную экономику 2,6 миллиарда рублей, 200 миллионов рублей на бюджетную поддержку энергетической отрасли нашей страны. По-прежнему остаются расходы по развитию отдельных отраслей экономики. В данном случае развитие сельского хозяйства. Мы сохраняем уровень на 2025 год в объеме 150 миллионов рублей. Аналогичная ситуация происходит и при реализации среднесрочной целевой программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Там 100 миллионов рублей. Рост выделяемых средств на программные мероприятия системы здравоохранения составляет 125 миллионов рублей. На программы жилища планируется выделить 60 миллионов рублей. Мероприятия в системе спорта и молодежной политики. Здесь темп роста составил 30 миллионов рублей с учетом мероприятий, которые прошли в текущем году, где сборная нашей страны принимала участие в спортивных играх БРИКС. Полагаем, что на следующий год такие мероприятия тоже будут проходить, и наша страна будет представлена. В 2025 году размер межбюджетных трансфертов, оказываемый на поддержку местным бюджетам, в том числе на сбалансированность бюджетов наших территорий, составила 1 миллиард 600 миллионов рублей. В том числе 982 миллиона рублей – это поддержка в качестве софинансирования заработной платы работников социальной сферы. Резервный фонд президента сформирован на уровне 480 миллионов, соответственно, 280 миллионов сформирован резервный фонд Кабинета министров. Мы знаем, что существуют определенные положения и требования по использованию средств этих фондов. Направляются они в основном на социально значимые расходы, на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Таких расходов очень много и обязательств тоже. Кабинет министров также одобрил проекты законов бюджетов на следующий год 6 внебюджетных фондов республики. Доходы и расходы бюджета фонда репатриации на 2025 год с увеличением на 92 миллиона рублей составят 385 миллионов 130 тысяч рублей. Доходы и расходы бюджета дорожного фонда предполагаются в размере 160 миллионов рублей. Бюджет фонда социального страхования и охраны труда увеличивается на 44 миллиона и составит 232 миллиона 475 тысяч рублей. Расходная часть также составляет 232 миллиона 475 тысяч 900 рублей, в том числе на социальную защиту 200 миллионов 940 тысяч 300, в том числе по временной нетрудоспособности 21 миллионов 940 тысяч 300, по беременности и родам 43 миллиона, женщинам, ставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности 500 тысяч рублей, при рождении ребенка 35 миллионов рублей, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 40 миллионов рублей, на погребение 500 тысяч рублей, санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей 23 миллиона рублей, оздоровление детей 37 миллионов рублей. На 2025 год также предлагается, как я уже сказал, по временной нетрудоспособности до 22 670 рублей подняли. На 2024 год было предусмотрено 15 110 рублей. По беременности и родам до 30 300 рублей было предусмотрено 20 192 рубля. В связи с увеличением стоимости изготовления акцизных марок на ввозимую алкогольную продукцию и табачные изделия, стоимость марок увеличена впервые за 8 лет. Кабмин утвердил также ряд земельных вопросов, в том числе касающихся насаждений цитрусовых в селе Эшера и в цитрусовом госхозе в Гагарском районе. Рада Чачава, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 30 октября свой профессиональный праздник отмечают деятели науки. Все, кто причастен к научному процессу. В этот день, 27 лет назад, согласно указу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, была создана Академия наук Абхазии. По случаю Дня науки состоялось торжественное заседание. Репортаж Алики Трапш.
Первый вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Беби, открывая торжественное заседание, поздравил коллег с их профессиональным праздником, отметив, что за 2024 год Академия пополнилась молодыми учеными. 3 человека защитили докторскую диссертацию, и еще 3 стали кандидатами наук. От имени президента Аслан Абжани поздравительный адрес зачитал руководитель администрации президента Абисалом Кварчия. Академия наук играет исключительную роль в сохранении и развитии национальной идентичности, в укреплении культурных, научных связей с международным научным сообществом. Сегодня у наших ученых есть возможность осуществлять исследования, направленные на развитие экономики, медицины, экологии, сельского хозяйства и других сфер, жизненно важных для развития государства. Труды наших ученых высоко ценятся как внутри, так и за пределами республики. Особенно важно, что интерес к науке проявляет молодежь. Государство по мере возможности оказывает поддержку молодым ученым. В этот праздничный день желаю Академии наук и всему научному сообществу Абхазии новых достижений, смелых экспериментов, успешных исследований. Далее прошло выступление руководителя отделения Академии наук. Академик Вячеслав Чириков в своем докладе подвел итоги работы научных сотрудников отдела гуманитарных, социальных и общественных наук за текущий год. Отделение включает в своем составе 2 научных учреждения. Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия и Институт экономики и права. Каждый из этих институтов имеет высокопрофессиональный коллектив ученых-исследователей. В этом году ученые обоих институтов выполняли серьезную разноплановую работу, внося вклад в развитие отечественной науки. Они осуществляли публикацию своих научных работ, редактирование научных трудов, руководство, оппонирование диссертационных работ, занимались преподавательской деятельностью, принимали участие в республиканских, международных научных конференциях, симпозиумах, круглых столах. С каждым годом качество научной продукции растет. Академия наук особое внимание уделяет молодым аспирантам-соискателям. В этом году впервые была защищена докторская диссертация по естественным наукам. Первая диссертация за всю историю Абхазии, докторская, которая защищена здесь у нас и выполнена тоже здесь у нас. Кроме того, сейчас подготовлены 3 диссертации кандидатские тоже по физико-математическим техническим наукам. И в ближайшие полгода они будут тоже защищены. В течение года вышло 3 книги, 3 монографии, тоже посвященные техническим вопросам. Это результат деятельности СФТИ. Директор Института экологии и первый проректор АГУ Роман Дбар выступил с предложением более тесного сотрудничества университета с академическими учреждениями страны. Я предлагал этот процесс углубления сотрудничества между академическими учреждениями и университетом превратить в некую форму взаимодействия с созданием комплексов научно-производственно-учебных комплексов на базе наших институтов и университета, чтобы дало бы усиление эффекта такого взаимодействия и в надежде на то, что мы сможем в ближайшей перспективе привлечь больше финансовых ресурсов для решения наших задач, определиться с грантовой схемой финансирования научно-исследовательских тем в республике. В завершении торжественного заседания победитель конкурса молодых ученых Академии наук Абхазии за 2023 год Инал Гисба был награжден премией, а также почетная грамота была награждена заведующей лабораторией биохимических исследований крови Института экспериментальной патологии и терапии Лариса Ахуба за подготовку научной смены и аспирантов. Алика Трапшира Мукамки, Абхазское телевидение. В инфоцентре президента состоялось заседание Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии. В рамках заседания обсудили план мероприятий на предстоящий год. Также был открыт молодежный клуб Российского исторического общества в Абхазии. Лаура Капш расскажет детали.
На должность заместителя председателя Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии была представлена кандидатура преподавателя кафедры истории России и зарубежных стран АГУ Бейлы Джинджоля. Члены Совета проголосовали и утвердили данную кандидатуру. Также путем голосования на должность секретаря Совета представительства РИО в Абхазии была утверждена Астанда Киот, преподаватель истории в средней школе номер 3. В рамках заседания был согласован план работы Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии на 2025 год. У нас в следующем году намечаются две важные юбилейные даты. Это и 80-летие со дня победы Великой Отечественной войны, а также присоединение Абхазского княжества к Российской империи, 125-летие, подписание манифеста Александра I. Поэтому мы бы хотели спросить у наших коллег, у членов Совета, как они видят проведение этого мероприятия, в каком формате мы, как представительство Совета, можем принять участие в этих мероприятиях. Поэтому для нас это очень будет важно понимать. Я думаю, что будут и идеи, инициативы для того, чтобы мы и с Россотрудничеством совместе, и с центральным аппаратом Российского исторического общества уже понимали, в каком направлении будем двигаться и какие мероприятия будем организовывать. Также в рамках заседания был открыт молодежный клуб Российского исторического общества в Абхазии. Руководителем клуба стал Даур Хибба, преподаватель истории в средней школе номер 7. Стоит отметить, что на встрече присутствовал координатор молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков. Он рассказал о деятельности клуба, также о работах, которые были проведены за время его создания. Наша задача просто скоординировать эту деятельность и создать площадку, где ребята оперативно узнают о новых возможностях, о потенциале каком-то, о конкурсах, мероприятиях, форумах, конференциях, публикациях, что очень важно для молодых исследователей. За этот период у нас открылось более уже 15 молодежных клубов Российского исторического общества в регионах. Теперь и на международном уровне будет представительство. И основной такой деятельность мы ведем в направлении конференций, круглых столов, форумов, слетов. Думаю, что у наших молодых исследователей, ученых в рамках молодежного клуба также будут инициативы, и вы уже будете более тесно общаться и как-то взаимодействовать по различным направлениям. Россотрудничество готово поддержать и помочь реализовать идеи по организации различных мероприятий, отметил руководитель представительства Владислав Куликов. В частности, мы готовы к такой совместной работе по организации различных мероприятий. Это и 215-летие касается. Мы проводили достаточно интересные субстантивные беседы и в Академии наук Республики Абхазия. И вчера состоялась встреча с руководством АБГИ. Есть такое общее понимание, что мы можем, эта дата, 215-летие, она может послужить таким хорошим поводом не только для продолжения такой субстантивной научной дискуссии профессионалов-историков прежде всего, но и организации каких-то мероприятий, конференций, круглых столов. Сейчас в Санкт-Петербурге собрано достаточное количество научного материала для того, чтобы можно было издать как минимум сборник российско-абхазских совместных научных трудов по случаю этой даты. Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного императорского русского исторического общества 20 июня 2012 года. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах Российской Федерации. Лаура Капш, Ахрам Мичба, Абхазское телевидение. По улице Кугоня в Сухуми укладывают новый асфальт. Ранее были проведены все сопутствующие работы. На протяжении многих лет эта улица была в плачевном состоянии. Из-за отсутствия дорожного покрытия передвижение по ней было затруднительным как для пешеходов, так и для автомобилистов. Работы ведутся за счет средств инвестпрограммы. Сметная стоимость около 96 миллионов рублей. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. Ремонт дороги по улице Кугоня – долгожданное событие не только для жителей, но и гостей столицы. Ежедневно сотни автомобилистов, передвигаясь по улице, рисковали повредить свои авто. Хуже в разы и пешеходам. Образовавшиеся за долгие годы многочисленные глубокие ямы доставляли массу неудобств. С
февраля этого года по улице Когоня не смолкает шум спецтехники. Работы были начаты с укладки ливневой канализации от улицы Джонуа до улицы Конфедератов. Далее уложили водопроводную центральную магистральную трубу диаметром 160 миллиметров. Заменили, значит, все отводящие трубы, установили колодцы, комплектующие, задвижки, краны и так далее. Сейчас, в настоящее время, получается, на всех 6 кварталах старая чугунная труба, которая вот лежала, и мы ее полностью отключили, всех жителей переподключили к новой нашей магистральной трубе. Сейчас специалисты уже укладывают асфальт. Планируется завершить все работы раньше намеченного срока. Задействовано более 7 единиц спецтехники. Называется ремонт асфальтобетонного покрытия, но работы включают в себя замену всех коммуникаций, которые здесь были. Это водопровод, канализация, ливнесточная канализация, устройство тротуарного покрытия из брусчатки, устройство железобетонных колодцев, замена запорно-регулирующей арматуры. Весь этот комплекс работ уже проведен для производства асфальтобетонного покрытия. Этот объект охватывает улицу Когоня. Общая протяженность около 10 700 квадратных метров. Постоянно текущие канализационные трубы, грязь, пыль и многочисленные ямы – все это уже в прошлом. Теперь дорожное полотно по улице Когоня будет соответствовать всем нормам. Жители улицы и водители маршрутных такси выражают благодарность руководству республики за то, что впредь они смогут передвигаться по одной из главных улиц столицы комфортно и безопасно. Я здесь 6 лет, это моя любимая родная улица. И, конечно, всегда переживаешь за то, что если что-то не так. Она была в ужасном состоянии, тротуары были ужасные. Сейчас, дай бог здоровья тем, кто это делает. Великолепные тротуары, можно пройти без луж, без всякой грязи. И надеемся, что трасса тоже будет в очень хорошем состоянии. Ну, все было выщербано, выемки, канавочки, ямочки. Ну, начали делать, уже хорошо делают. И вода не стоит, вот везде люки сделали, все уходит, сливная, дождевик. Вот сейчас во дворе порядок наводим, все, тоже делаем сливную, эту сюда проведем. Зальем бетоном, красиво будет у нас. Конечно, рады, большое спасибо администрации, президенту и всем, кто есть. Ждем уже, когда асфальт положат на дороги, все. Сейчас машин много ездят, дома вот новые. И больше транспорта, так что надо, чтобы уже был асфальтик. Улица Когоня отремонтирована в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. Сметная стоимость проводимых работ – около 96 миллионов рублей. Щедина Ханаго, Саида Кухава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Хишба Аляс Заурович, 1986 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Базба Аслан Баталович, 1997 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мархолия Алхас Валикович, 1972 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Иоанниди Георгий Сергеевич, 1976 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дилалаглы Сабрина Александровна, 1996 года рождения, жительница города Сухум, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Азимов Азам Игамкулович, 1987 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хаджимба Ахра Тимурович, 1995 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Селезнев Михаил Николаевич, 1982 года рождения, житель Тульской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Игнаткин Иван Дмитриевич, 1994 года рождения, житель Московской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хутаба Саид Русланович, 1994 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Цаплин Владислав Викторович, 1998 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Симонов Алексей Игоревич, 1983 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ченча Дмитрий Бесланович, 1999 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Круглый стол на тему «Права женщин и гендерное насилие. Освещение в СМИ» прошел в Сухуми. Участники дискуссии, организованной Ассоциацией женщин Абхазии, рассмотрели проблему домашнего насилия в стране, обсудили запланированные мероприятия и представили ряд статистических данных по теме. Репортаж Заура Кварча. В 2024 году Ассоциация женщин Абхазии планирует провести в республике 2 кампании с целью освещения проблемы домашнего насилия в стране. Первая кампания, приуроченная к 24-й годовщине принятия Совбезом ООН резолюции 1325, стартовала 27 октября. 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием, стартует ежегодная кампания «16 дней против насилия в отношении женщин и девочек». Акция продлится до 10 декабря. В течение 1,5 месяцев планируется ряд мероприятий, лекции, опросы, интеллектуальные игры, благотворительные выставки и круглые столы. В этот момент мы прилагаем еще больше усилий, чтобы привлечь внимание власти, общества к этой проблеме, к нетерпимости к таким страшным явлениям, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе, и попытаться как-то повлиять на изменение отношения к этой проблеме. Руководитель Ассоциации женщин Абхазии Марета Топчан также представила статистику обращения в кризисные центры Ажа за 3 года. 720 человек, многие из них повторно обращались, многократно обращались. Вот 720 человек за 3 года официально у нас вот в нашей базе данных числится. Из них 693 женщины, 35 несовершеннолетних, 27 мужчин. Кризисные центры Ажа оказывают юридические консультации и сопровождение обратившимся за помощью, представляют бесплатные услуги адвокатов. По словам юриста Центра Мадины Хагуш, в действующем законодательстве Абхазии отсутствует понятие «домашнее насилие». Соответственно, нет юридических рычагов и механизмов, которыми могли бы руководствоваться юристы в деле помощи пострадавшим от насилия. Хагуш рассказала, что предложенный Народному собранию в 2020 году закон о домашнем насилии до сих пор не прошел стадию рассмотрения. Поэтому Ажа совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Абхазии ведут работу по внесению ряда изменений в уже действующие статьи законодательства. В настоящее время создана рабочая группа, которая конкретно будет заниматься этими вопросами. И мы надеемся, что все-таки для наших заявителей и для работы сотрудников кризисного центра и других общественных организаций, которые занимаются этой проблематикой, будут созданы определенные условия, которые смогут помочь таким заявителям, которые действительно, как сказать, порой в таких условиях невозможных пытаются справиться с этой серьезной проблемой, которая существует и у нас в стране, так же, как и во всем мире. Участники встречи также обсудили проблему освещения в СМИ темы семейно-бытового насилия. Были озвучены предложения по поддержке информационного сопровождения планируемых мероприятий. Заур Кварча, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Презентация проекта реставрации и реконструкции скита Святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа Гудаутского района состоялась на культурно-деловой платформе ГУМА. Проект представили архимандрит Дорофей Дбар и архитектор Кама Каце. На мероприятии также была организована благотворительная продажа книг архимандрита Дорофея. Вырученные деньги с продаж будут направлены на реализацию проекта. Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Скит Святого Иоанна Крестителя представляет собой массивное двухэтажное сооружение, возведенное в форме буквы «Т», с храмом в честь Святого Иоанна Крестителя. Здание полностью выложено из обработанного белого известняка. Его реконструкция началась давно. Как поделился архимандрит Дорофей, самой тяжелой работой стала расчистка скита от растительности и строительного мусора. В советское время здание несколько раз подвергалось перестройке под дом отдыха, а также в свое время здесь располагалась
обратилась администрация села. На данный момент осуществлена консервация скита для дальнейших восстановительных работ. Проект восстановления скита, который мы сегодня представляем, это прежде всего документация и визуализация. И это будет утверждаться в Департаменте по охране памятников и историко-культурного наследия. Собственно говоря, этот пакет документов необходимый для начала работ в ските. Просто мы параллельно его готовили, параллельно вели восстановительные и реставрационные работы. Потому что мы дело имеем с памятником культуры, не только с тем, что мы хотим реализовывать, реабилитационный центр, там, музей, значит, культурно-просветительский центр и так далее. Все это будет, но прежде всего этот памятник. Поэтому была задача максимально сохранить все, что можно сохранить, особенно его фасадная часть и так далее. Внутри, конечно, очень много сильно разрушений было. Вот, там что по возможности уже как получится. Вот. Поэтому сегодня здесь мы представляем его финальную версию в 3D формате. Финальную версию. Вот как он будет выглядеть по завершении работ. Проект подразумевает восстановление не только религиозного объекта, но и создание при ските реабилитационного центра для наркозависимых, а также церковно-археологического музея и других площадок для различных культурных и сельскохозяйственных программ. Реставрация данного святого места ведется за счет сбора благотворительных средств с 2017 года. За это время общими усилиями удалось собрать 6 миллионов рублей. Этот скит будет функционировать в нескольких направлениях. Вот одно его религиозное предназначение, там будет храм Иоанна Крестителя и так далее. Второе его предназначение – комплексный реабилитационный центр. Третье – церковно-археологическая база, потому что мы проводим там постоянно археологические работы, и будет создаваться там музей. Четвертое его предназначение – это привлечение детей абхазцев для того, чтобы они приобщались к понятию сельского хозяйства, к труду, к физическому труду, особенно в летнее время. То есть аграрный такой тоже проект. И наконец, культурно-просветительский, там у нас будут конференц-залы и так далее, для развития самого села. Архитектор Кама Каци – одна из первых участников экспедиции по расчистке руин скита. Все эти годы, продвигаясь маленькими шагами к восстановлению культурного памятника, вся команда погружалась в работу и выстраивала зарисовки. К сожалению, добыть все оригинальные строительные материалы для восстановления скита в данный момент сложно. Приходится закупать их за пределами страны. Для меня это, конечно, очень важный проект, потому что надо понимать, что это, помимо того, что это культурная ценность, это памятник архитектуры, это еще и духовная ценность. И это может быть восстановлением как и культурного наследия, так и какого-то духовного наследия. И новые смыслы, которым будет наполнен этот проект, очень важны для нашей республики. И помимо паломников, туристов и всех прихожан, которые могли бы пользоваться храмовой частью, да, самим скитом, что строение предполагается еще и для как реабилитационная единица использоваться. Это очень важно. Это проблема, которая у нас, я считаю, недоосмыслена, и важно для ее решения какие-то вот проекты реализовывать. Сбор средств на восстановление скита будет продолжаться. Ульяна Рожкова, Рамо Камке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 31 октября, ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночи плюс 5-10, днем 13-18. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.